очень жаль, что мне не удалось достучаться до всех игроков, что это очень хороший коллектив, хорошая добротная команда, которая уже второй год играет вместе. Как я не старался в эти все дни, 3 дня с командой, вот так и не удалось мне достучаться до них. Первый тайм практически провалили, прямо с первой минуты. Я не знаю, в чем дело, мы будем разбираться. Второй тайм может быть немножко лучше. Но есть еще очень большие претензии к некоторым игрокам, которые просто выходят и отбывают номер на футбольном поле. Для меня это неприемлемо. Да, поэтому победа есть победа, конечно, в конце мы заслужили победу, но я действительно первый раз недоволен именно заряженностью, именно отношением к своему делу, поэтому у нас будет время немножко разобраться. А еще раз думаю, что все-таки в конце, по второму тайму, мы играли лучше, острее, у нас было больше моментов, очень много неприятностей создал нам Зинькович впереди, как мы не настраивали наших защитников, все равно они с ними справились, он создавал очень опасные моменты. Поэтому есть еще очень много работы, а в принципе жизненно важная победа для нас. Сейчас немножко можно воздухом вздохнуть. Если вы увидите, какая плотность в турнирной таблице, нам просто сегодня нужна была эта победа. Поэтому я очень рад за победу, но еще раз скажу, у нас очень много проблем. Хорошо. Пожалуйста. Программа «Наш футбол». Виктор Алексеевич, вы начали слово сейчас сказать, что ребята после Кайрата начали, кто-то начал играть. Еще какие существенные различия вы видите между игрой с Кайратом и Акжаиком сегодняшней игрой? Ну, мы знали, что это играющая команда, они не просто пинают мяч вперед, и они не играют в силовой футбол. Мы это прекрасно знали. Если им дать свободу, да, пространство, время для того, что они же великолепно распоряжают. Это мы всю неделю говорили об этом. И делаем все наоборот. Далеко от партнера, от соперника, даем принять мяч, даем выиграем все. Так не играет в футбол, особенно дома. С первых минут раскачка идет минут 15. Что это за настрой? Поэтому в этом различие. Кайрат приехал, да, здесь они приехали, гоноровые, они думали, уже победили нас, а мы их за это наказали. А здесь наоборот было, они чуть нас не наказали за наши вот, обыграли Кайрат, а этих обыграем просто так. Вот это заключается вся психология, поэтому здесь надо на каждый матч настраивать себя на все 100%. Или будешь наказан тут же. Хорошо. Догонку, можно еще один вопрос? В тренерском штабе нет Шейзин Камаловича Кинджибаева. Вас не устраивает его профессиональный уровень? Почему его нету? У нас столько тренеров, он у нас тренер по физике, он у нас постоянно. Откуда вы взяли? Слухами земля полна, как бы я хотел бы, чтобы... Вы не говорите слухами, вы говорите фактами. Он у нас, мы все время общаемся, мы его посылаем просмотр игр. Кайрат, кстати, он просматривал, всю информацию он нам передает. Он участвует в тренировочном процессе, он помогает дублю, он у нас в клубе. Незаменимый человек. И самый последний вопрос. Хочется с вами обратиться. Готовы ли вы сейчас большой встречи с журналистами, перевести какую-то беседу, большую интервью, в частности, с нашей телепередачей и наш футбол? Мы как бы официально приглашение хотели бы вам сделать. Сейчас, мне кажется, не время сейчас. У нас будет в мае там большой перерыв, когда сборная, по-моему, там или кто-то играет. Я с удовольствием с вами встречусь, поговорим. У нас очень много проблем. Очень проблемы с очень большой состав у нас, да, у нас нужно делать, немножко освежить этот состав, да, у нас очень много работы. Все, Владимир Галстян, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вообще каково был настрой? Вы знали, что у Сордобасы были проблемы кое-какие в начале сезона, то есть несколько туров, и после победы Кайрат, как настрой был команды у вас, в частности, с Кордобасы? Ну, это я говорю, мы тоже, естественно, перед игрой смотрим, как соперник играет, там несколько игр. Это команда, которая любит, особенно у себя дома, прессинговать. Мы это все знали, да, мы старались на самом деле играть больше в пас, заставить, чтобы они бегали без мяча, может быть, думали во втором тайме чуть-чуть подсядут, да. Но кроме этого у нас есть своя игра еще. Мы хотим, чтобы у нас много местных и молодые ребята, мы хотим, чтобы они играли в футбол для будущего. Так что разные команды, разные задачи, я думаю. Да.
хорошая, добротная команда, все-таки концовку мы не могли удерживать. Так-то, в принципе, мы тоже старались играть свою игру. Были моменты, где при счете 2-2 там был момент, когда игра выходила 1-1. Ну так, видите, мяч как-то не мог правильно обработать. Думаю, сегодня и вы, и народ все-таки получили удовольствие от игры. Да, играли, я еще раз говорю, две команды, которые не закрылись, а именно две команды, которые атаковали. Это на самом деле футбол, то, что сегодня нравится зрителям. Все, спасибо. Спасибо за удовольствие. Счастливо, да, счастливо. На самом деле такой футбол, который почти соскучился. До свидания. Искусство. Да. Спасибо. Спасибо. Так, ты же говорите, послом хоть отвлечься.